Дорогие друзья, доброй ночи. Давно не выходил на своем канале в эфир. Было большие командировки, вот только приехал. Интересные события на Кавказе, в моей любимой Ингушетии. Борьба, Евкуров затеял борьбу с коррупцией. Это прекрасно, да? Как вы понимаете, сегодня существует два центра по борьбе с коррупцией в Ингушетии. Это гражданское общество, и вот создан второй центр, и кто-то Евкурову порекомендовал, видимо, из своих, из приближенных, что вот ты возглавь центр по борьбе с коррупцией, тогда тебя уже точно никто не будет называть главным коррупционером Ингушетии. Прекрасно, да, вот о чем это вообще говорит, о том, что современная российская власть везде, во всех регионах, без исключения, в том числе на Кавказе, абсолютно и полно деградировала интеллектуально. Они не понимают и не чувствуют, они общество считают дебилом, идиотами, да, что с ними можно все сделать, что им можно все внушить, что ими можно сманипулировать. Вот, и это говорит о близком конце вот этого политического режима, который сегодня в России. Опять-таки, да, вот интересные вещи я смотрю, наблюдаю в интернете, да, люди, ингуши, там, чеченцы высказываются о своих лидерах, как это так, вот, значит, и называют какую-то фамилию там в Чечне или в Ингушетии, как-то вот такой-то, вот он же ингуш, как он может воровать. Уважаемые мои друзья, я об этом уже писал и говорил, что ворует не ингуш, и не чеченец, и не грузин, и не русский, и не еврей, ворует чиновник, а чиновник не имеет национальности, вернее, так, он ее имеет, это отдельная национальность в современной России, это гипернациональность, сверхнациональность в современной России, это чиновник. Поэтому это не ваш сородич ворует, дорогие ингуши, это ворует иноплеменник. Если у вас ворует ваш ингушский чиновник, это не ингуш, это у вас ворует иноплеменник, можно даже сказать инопланетянин. Поэтому будьте адекватны и не обижайтесь на этих людей, потому что это сорт людей, вампиров, которые будут пить нашу кровь до тех пор, пока мы не сломаем всю эту политическую систему антинародную, коррупционную, прогнившую всю насквозь, пока ее мы не сломаем, мирным конституционным путем снизу, через структуры гражданского общества, они сами вампирами быть не перестанут. Поэтому будем ждать благоприятной ситуации для того, чтобы сказать наше решающее слово. И лидерами в этой вот антикоррупционной борьбе на сегодняшний день является несколько регионов. И два основных региона – это наш Севастополь героический, и это героическая Ингушетия, которая доказала, что в последних событиях, особенно в событиях сентябрьских, октябрьских 2018 года, что она может противостоять огромной власти, огромной силе, огромной системе под названием российское коррумпированное чиновничество и чиновничий беспредел. Поэтому все будет хорошо. До свидания.